Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Банковские работники отмечают профессиональный праздник. Президент высоко оценил вклад сотрудников и вручил госнаграды. Оперативность и достоверность – главные качества. Информационное агентство РЭС отмечает 27 лет со дня образования. Участники, представители братских республик. В столице состоится второй российско-остинский форум в сфере молодежного сотрудничества. Президент Алан Гаглоев наградил сотрудников банковской сферы республики. Награды были вручены за личные заслуги в банковской системе, добросовестную трудовую деятельность и в связи с Днем банковского работника. Тему продолжит Зарина Кочиева. Стабильное развитие банковской сферы является основой финансовой стабильности и благополучия наших сограждан, гарантией успешного социально-экономического развития страны, отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с банковскими работниками. خیشاوتر و فرس مکیلو جنیسمه یومیا کتاگ خزدر За заслуги в банковской системе, добросовестную трудовую деятельность работники отрасли были удостоены государственных наград. Наградить почетной грамотой Республики Южная Осетия Згоева Олега Черминовича, председателя правления коммерческого банка Международный расчетный банк. Плиеву Аджунду Робертовну, начальника отдела кадров и делопроизводства Сберегательного банка Республики Южная Осетия. Кочиеву Залихан Харитоновну, заведующего кассовым узлом коммерческого банка Международный расчетный банк. Директор Национального банка Южной Осетии Жанна Джиоева выразила благодарность руководству республики за оказанное внимание. Огромная вам благодарность за то внимание, которое вы нам оказываете. Со своей стороны мы дальше продолжим исполнять те задачи, которые на нас возложены руководством, и будем прикладывать все усилия, чтобы в следующем году наши ряды пополнились. В завершении встречи Алан Гаглоев пожелал им плодотворной работы и дальнейших успехов. Зарина Кочиева, Арнольд Харибов, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. С профессиональным праздником своих коллег поздравила председатель Национального банка Жанна Джиоева. В этот день сотрудники банка не забыли и про клиентов. Была разыграна лотерея для всех, кто совершил в этот день банковские операции. Организована и выставка юбилейных монет. Подробности в репортаже Елены Газаевой. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают банковские работники. В республике на сегодняшний день функционируют 3 банка – национальный, сберегательный и международный расчетный. Национальный банк был образован в 1992 году. Пройдя долгий путь, функционирует сегодня по современным стандартам. Праздник относительно молодой и ежегодно празднуется 2 декабря. Руководитель Нацбанка Жанна Джиоева поздравила коллег с профессиональным праздником, пожелала крепкого здоровья и семейного благополучия. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня республика чествует банковских сотрудников. Ответственность, внимательность, важность – все эти понятия относятся к вашей профессии. Работа банковского сотрудника – это ежедневный кропотливый труд, который требует повышенного внимания. Дорогие коллеги, я желаю вам успехов, удачи, процветания. Каждое звено в цепочке имеет свою работу. И я желаю вам сплоченности, командного духа и желаю вам добра, мира и процветания. Принимая поздравления, работники банка делятся хорошим настроением со своими клиентами. Организовали выставку памятных монет, а также лотерею, в которой мог принять участие каждый совершающий в этот день любые банковские действия. После жеребьевки состоялся розыгрыш подарков. Добрый день, Качмазова Каджана. Да.
Национальный банк Южной Осетии. Мы вас поздравляем. Вы стали победителем нашей лотереи. Да. Вы приглашаетесь на вручение призов. В первую очередь хотелось бы поздравить всех работников банковской сферы с праздником и поблагодарить отдельно за устроенное мероприятие. Это большой импульс для населения. Соответственно, конечно, очень приятно, когда люди выигрывают подобного рода призы. Одна из победительниц лотереи, адвокат Фатима Гатагонова, передала свой выигрыш в школу-интернат. Банковская система является опорой экономики любого государства, а высокий профессионализм, работоспособность и компетентность специалистов этой сферы является залогом финансового благополучия страны. В банковской системе Южной Осетии работают профессионалы, которые каждый день обеспечивают качественное обслуживание предприятий и населения. Лена Газаева, Арнольд Харебов, Аида Кочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Президент Аланга Глоев встретился со спортсменами, которые примут участие в 6-х Всемирных играх юных соотечественников в Москве. Для участия отобрали спортсменов из секций баскетбола, тенниса и шахмат. Глава государства пожелал им удачи и побед. В организации поездки помощь оказало руководство республики и представительство Россотрудничества. Президент республики принял юных спортсменов и их тренеров по настольному теннису, шахматам и баскетболу. Встреча состоялась в преддверии поездки спортсменов в Москву. Там они примут участие во Всемирных спортивных играх юных соотечественников, проживающих за рубежом. Соревнования проводят с 2015 года по инициативе партии «Единая Россия». Организатором выступает Министерство спорта. Глава государства пожелал спортсменам успешного выступления, выразив уверенность, что они вернутся победителями. منش زخ رای گردست بود که دیرستون قبول تافته اون представляет کنود президент در خیشاواد در ترینر در ومیارج در من نپنیرستون در و طبیعی سامی باشیم میکوم افینوی و واسپیتانه و کولتورا میکوم افینوی سپورتل نچیسلم بایده وی سپورتل در نبونومه انبولا خیش آوردن طول خود در یخص و دیم یخص و شمیس مخوزن قبولتا راز مشوی ترینر تنشتر بوزنک بیرس مخوزن قبولتا فکومل کود توی بیرت سشار دفنداغل راز سبرد توی سماخ ساریر نوانه تیمهی مراش جستو تشتر او بیتر من فسته مخل مکسم مدل تیمه. Ребята выезжают в Москву по линии Россотрудничества. Руководитель представительства Сергей Скворцов отметил, что основная цель спортивных игр – укрепление дружеских отношений между соотечественниками из разных стран. Для того, чтобы вы встретились, пообщались с ребятами, не только, кстати, из России, там и из других стран будут. Для того, чтобы вы рассказали про Южную Осетию, чтобы вы узнали о том, как ваши сверстники и ваши, скажем так, соперники, да, вот, друзья-соперники, как они живут. То есть вот это основная задача. А уже потом спорт. Президент республики оказал поддержку в организации выезда спортсменов. Тренеры и ребята обеспечены спортивными костюмами. Алан Гаглоев также выразил благодарность руководителю Россотрудничества за столь пристальное внимание к детям. Мы это видим, мы это чувствуем, мы это ценим. А со своей стороны мы всегда готовы оказывать любое содействие, любую помощь, что в наших силах есть и будет, мы всегда рядом. Я думаю, что у нас прекрасное поколение растет, будущее Южной Осетии будет в надежных руках. Тренеры спортсменов Роланд Джабьев и Изета Косоева заверили, что спортсмены выступят результативно. Мы думаем, что все вместе, вот мы проводили разговор с детьми, они сказали, постараемся, чтобы мы с честью, достоинством приехали сюда, и они все окажут, мы уверены, Алан Язарович. В завершении встречи главы государства подробно рассказали о программе спортивных игр. Ребят ждет насыщенная культурная программа, экскурсии и интересные встречи с легендарными российскими спортсменами. Роза Тедеева, Арнольд Харебов, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. 27 лет назад в Южной Осетии было создано первое информационное агентство РЭС. На протяжении всех этих лет ресовцы освещают события, происходящие в республике и не только. На сегодняшний день РЭС является одним из самых читаемых сайтов в республике. О пройденном пути и работе РЭС репортаж Оксаны Джуевой.
Сегодня наши коллеги, сотрудники информационного агентства РЭС, отмечают 27-летие создания службы. Агентство начало свою работу 2 декабря 1995 года. В тяжелые времена борьбы за свободу и независимость существовала острая необходимость распространения правдивой информации о событиях, происходящих в республике. Были отдельные журналисты, которые вели информационную войну против агрессоров, но необходимо было создание государственного ресурса для публикации официальной информации. Этим ресурсом и стало агентство РЭС. Многие принимали участие в создании и становлении информационного агентства, но инициатором является заслуженный журналист нашей республики Батраз Харебов. Именно Харебов дал агентству название РЭС в честь горы на стыке двух частей Осетии, севера и юга. Необходимо отметить высокий профессионализм сотрудников. Ежедневно, оперативно они заполняют новостную ленту, стараются максимально быстро распространять информацию в осетинском сегменте сети интернет. Сегодня единственное государственное информационное агентство РЭС отмечает 27-летие. Хочу поздравить всех своих коллег с профессиональным праздником. Для нас главное в нашей работе – это объективность и доносить людям правду. По сравнению с телевидением мы не находимся в кадре, но мы точно так же работаем, оперативно доставляя информацию. Трудности бывают в каждой работе, в каждом коллективе, но несмотря ни на что, все эти годы сотрудники РЭС доказывают свой профессионализм, оперативность и слаженность. В тяжелые годы открытой агрессии врага или же во времена сложных внутриполитических событий РЭС всегда придерживался принципов объективности и журналистской этики. Сегодня РЭС – это профессиональный, молодой, слаженный коллектив. Здесь работают в основном представители прекрасного пола. Возглавляет агентство заслуженный журналист республики Майя Харебова. Мы, сотрудники ГТРК ИР, сердечно поздравляем коллег с этой значимой датой. Мы работаем вместе, защищая интересы нашей страны. Искренне желаем успехов в работе и счастья в личной жизни. Оксана Джуева, Алим Бетеев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. Информационное агентство РЭС по праву удерживает позиции одного из лидеров информационного пространства. Об этом говорится в поздравлении президента Алана Гаглоева по случаю 27-летия агентства. Журналисты агентства всегда достойно выполняли свой долг в самые тяжелые для республики годы. Зачастую, рискуя жизнью, освещали военную ситуацию в режиме реального времени. Объективно доносили до мировой общественности правду о войне, говорится в поздравлении. Особые слова благодарности и признательности лидер страны адресовал ветеранам агентства в лице основоположника информационного агентства Батраза Харебова, который сегодня отмечает свой день рождения. И напомнил, что Батраз Константинович внес большой вклад в развитие и становление современной журналистики. Алан Гаглоев выразил уверенность, что РЭС и дальше будет держать высокую профессиональную планку, объективно рассказывать о внутренней и внешней политике государства. Он выразил коллективу благодарность за добросовестный труд, неизменную преданность избранному делу и пожелал творческого вдохновения и дальнейших успехов. Сегодня коллектив информационного агентства РЭС принимает поздравления в свой адрес. Добрые пожелания ресовцам адресовали глава Госкомитета информации и печати, директор ГТРК ИР, депутаты. За плодотворную работу председатель парламента Алан Алборов вручил коллективу почетную грамоту. Подробности у Стеллы Бязровой. Сегодня 27 лет одному из ведущих информационных агентств республики. Ресовцы принимают поздравления от коллег, друзей, парламентариев, министерств и ведомств республики. Одними из первых коллектив РЭС поздравили телевизионщики. Директор ГТРК ИР Хатуна Казиева с наилучшими пожеланиями преподнесла букет роз. За большой вклад в формирование и развитие отечественной журналистики, оперативное освещение событий, происходящих в республике. И в связи с празднованием Дня образования коллективу вручили почетную грамоту парламента Южной Осетии. Майя Камилевна, еще хочу сказать вам поздравительные слова от президента. Он поручил, и чтобы я тоже еще раз поздравил коллектив РЭС от президента. Спасибо большое. Вот такая почетная миссия у меня к коллективу тоже. Спасибо. Есть.
Глава комитета информации и печати Мария Кутаева начала свой журналистский путь с информационного агентства РЭС. С коллективом меня связывают теплые и хорошие отношения, сказала Кутаева. Она выразила уверенность, что коллектив и дальше будет верно служить профессиональному долгу, доносить до аудитории только объективную информацию. Мне кажется, что тот продукт, те новости, ту работу, которую вы выполняете, это основа всегда это люди. И в РЭСе всегда работали очень коммуникабельные, профессиональные, добрые люди. Здоровья вам, счастья, хороших новостей. И чтобы всегда ориентировались только на вас, как это есть до сегодняшнего дня. Министр культуры Рада Дзагоева поздравила РЭС с Днем образования и вручила коллективу благодарственное письмо. Я понимаю, как никто другой, важность информационной работы и важность работы именно агентства РЭС. Спасибо вам большое за ваше постоянное внимание к сфере культуры. Больших вам успехов, творческих, личностных. Информационное агентство РЭС рождалось в трудное время. Понимая необходимость оперативного информирования о происходящем в Южной Осетии, нашлись люди, которые в трудных условиях решили его создать. РЭС сохраняет лидерские позиции в информационном пространстве, работает оперативно, слаженно, профессионально. Это очевидно. Чего я вам хочу пожелать, это больших ресурсов, больших возможностей. А что касается нашего содействия, нашей поддержки, то мы готовы ее оказывать по мере возможности. Пройдя тяжелый путь, сегодня РЭС является одним из основных информационных порталов республики. Присоединяясь ко всем поздравлениям, желаем своим коллегам только добрых и легких новостей. Стелла Бязарова, Арнольд Харебов, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Завтра в республике стартует второй Российско-Осетинский форум в сфере молодежного сотрудничества. В течение 3 дней будут проводиться интересные встречи и дискуссии. Участники из братских республик представят доклады в сфере молодежной политики. В республике состоится второй Российско-Осетинский форум в сфере молодежного сотрудничества с участием представителей братских республик. Форум стартует 3 декабря. В нем примут участие представители Луганской и Донецкой народных республик, а также Абхазии. Форум проходит во 2-й раз. В 2021 году юго-осетинские ребята выиграли грант на проведение 2-го Российско-Осетинского форума. И уже в этом году удастся реализовать проект при поддержке Комитета молодежной политики и спорта. Учитывая то, что форум будет проходить всего 3 дня, то программа очень насыщенная. Мы постарались включить в нее максимально разнообразные мероприятия. Это круглые столы, это культурная часть, то есть экскурсии в Национальный музей по достопримечательностям города Цхинвал. Круглые столы, в частности, на тему межнациональный молодежный диалог и национальные молодежные инициативы. На этот круглый стол ребята приедут уже с готовыми докладами, то есть каждый нам расскажет о молодежной политике, о той ситуации в среде молодежи, которая у них на данный момент актуальна. По словам Гатикоевой, форум будет проходить 3 дня. Программа будет насыщенной и разнообразной. Второй круглый стол пройдет 5 декабря. Мы приглашаем всех, кто хочет принять участие на тему «Исторические вехи. Роли, перспективы сотрудничества Российской Федерации и Республики Южная Осетия». И, что очень важно, вклад молодежи в развитие сотрудничества. Участниками форума станут молодые специалисты, которые осуществляли свою деятельность в сфере молодежной политики, молодежного сотрудничества и молодежного культурного обмена. На форуме участники выступят с докладами о том, как они видят будущее молодежной политики и развитие своей республики. Лена Газаева, Регина Черткоева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, дождь со снегом. В Знаурском районе днем +3, ночью +2. В Завском районе днем 0 градусов, ночью -2. В городе Квайса днем +1, ночью нулевая температура. В Лениногорском районе днем +2, ночью +1. В столице республики в Цхинвале днем +4, ночью 2 градуса тепла.
На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.